всем подключившимся абитуриентам, их родителям и нашим коллегам. Меня зовут Ксения Зинова, и сегодня я буду вести этот прямой эфир Дня открытых дверей. 25 января будет День студента, и для университета это действительно очень важный праздник, поэтому мы решили провести наш прямой эфир немного в неофициальном формате, в таком полуофициальном формате, и поговорить о студенчестве. Как стать студентом БАЖГУ и об особенностях приемной кампании 2022 года мы вам расскажем немного позже, а сейчас предлагаю познакомиться с нашими гостями, и которые нам помогут окунуться в атмосферу студенчества. Итак, сегодня у нас в студии Леонид Валерьевич Ястребов, председатель первичной профсоюзной организации студентов, Ксения Романенко, руководитель волонтерского центра БАЖГУ, и Вадим Егошин, заместитель председателя Объединенного совета обучающихся, специалист отдела социальной работы со студентами. Вы можете задавать интересующие вопросы в комментариях. Сегодня там сидят представители нашего университета от каждого факультета и института, и они будут отвечать на ваши вопросы в режиме онлайн. А на общие вопросы по приемной кампании мы ответим немного позже. Прежде чем начнем беседу, предлагаю послушать видеообращение «Приветственное слово проректора по научной деятельности» Светланы Анатольевны Мустафиной. Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, мы рады приветствовать вас в стенах Башкирского государственного университета. Наш университет имеет более чем вековую историю. Башкирский университет включает в себя различные направления специальности, которые мы успешно реализуем на протяжении многих лет. Хочу отметить, что в нашем университете работает высококвалифицированный коллектив. В нашем университете есть молодые сотрудники, которые в последний год выиграли молодежные гранты и реализуют свою научную тематику совместно с нашими студентами и обучающимися. Наш преподавательский состав имеет возможность получать стажировки и повышение квалификации не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Я приглашаю вас посетить наши открытые площадки, которые предоставляют факультеты и институты Башкирского университета, познакомиться с преподавателями, познакомиться с нашими студентами-волонтерами, задать интересующие вас вопросы и узнать о новых правилах приема на 2022 год. Теперь предлагаю перейти к обсуждению темы студенчества. И, наверное, первый основной вопрос, который интересует будущих абитуриентов, это чем школа отличается от университета? Ну, самое первое, что они почувствуют, это продолжительность пар. Ведь на уроке они 45 минут сидят, а пары это, если умножить на 2, будут сидеть. И перемены у нас, конечно, не такие большие. Ну, что еще может отличаться? Ну, это добровольно, как бы, ты поступил, ты учишься, за тобой не бегают. Добровольно, в плане того, что хочешь учиться, учись. Не хочешь, не учись. Да, то есть, если же в школе за учеником больше, грубо говоря, бегал преподаватель, добивался того, чтобы у ученика были хорошие оценки, то уже в университете студент сам должен обеспечивать свое образование. То есть заботиться о том, чтобы у него не было долгов, чтобы сессия была сдана как минимум на хорошо. Ну и также ВУЗ это очень хорошая площадка для саморазвития, очень много свободы для того, чтобы развивать себя в разных направлениях. Ну, дополнив моих коллег, могу сказать то, что студенческая жизнь это уже более взрослая жизнь, со своей прелестью в виде определенной свободы личности, ну и, конечно же, с большей ответственностью, как полагается взрослому человеку. Да, на самом деле поступление это очень серьезный шаг, и если не каждый школьник к этому готов, то как после 9, так и после 11 можно поступить в колледж. При Башгосуниверситете есть колледж, и начать свой путь в профессию там, и потом уже на базе колледжа поступить в университет. Следующий вопрос. Как проходят занятия у бакалавров, магистров, специалистов и какие есть формы обучения? Вообще форм обучения в нашем университете несколько, и это очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Как проходит обучение именно у бакалавров? Естественно, если учишься на очной форме обучения, то необходимо присутствовать на всех парах. Обычно они у нас начинаются с 8:30 и заканчиваются примерно в обеденное время, после обеда.
Пары, на самом деле, зависит от того, на какой факультет, естественно, поступил. Но если ты сделал правильный выбор, то все пары, естественно, проходят в самом таком позитивном и интересном ключе. Если говорить о очно-заочной форме обучения, то студенты у нас приходят только в вечернее время обучения, то есть если у них какая-то загруженность, если они работают где-то, то могут приходить после работы на учебу и получать образование. Заочная форма логично, что студенты большую часть учатся самостоятельно, получая материал от преподавателей и приходят только во время сессии, сдавая тесты, зачеты, экзамены. Учеба — это не только лекции, также есть еще практические занятия. Вот расскажите, чем они отличаются? То есть что такое лабы, что такое семинары? Ой. Но если лабы, это у нас сокращенно лабораторное помещение, где мы занимаемся практическими опытами, там с колбочками работаем, может кто-то на какой-то машине работает. И благодаря этому он понимает специфику своей будущей профессии. Семинары — это уже более устное, там больше мы разбираем определенные темы, решаем задачи, примеры. Это все зависит от того, тоже на какой факультет ты поступил. Да, в Ваш госуниверситете очень богатая техническая база, поэтому студенты разных специальностей, разных направлений получают именно практические знания вместе с теорией и, соответственно, выпускаются уже квалифицированными специалистами, которые могут устроиться на работу сразу после университета. Для тех, кто только присоединился, напоминаю, что сегодня у нас проходит полуофициальный день открытых дверей онлайн, и мы обсуждаем студенческую жизнь, а позже мы уже обсудим особенности приемной кампании 2022 года. Пишите вопросы в комментариях, сегодня там отвечают представители факультетов и институтов. Башгу ежегодно выпускает огромное количество профессионалов в разных сферах, и мы попросили нескольких из них рассказать о своей жизни после выпуска, о своей работе. И сейчас предлагаю вам посмотреть видео нашего первого выпускника. Здравствуйте, зовут меня Марат Кашапов, я управляющий отделением Национальным банком по Республике Башкортостан, Банка России. И пришел я сюда, окончив нашу альма-матер. Сейчас это называется Институт экономики, финансов и бизнеса Башкирского госуниверситета, а когда-то это был экономический факультет. Создавался он на базе географического факультета. И вот мы были вторым потоком в 1989 году, который пришел на этот факультет, и в 1994 году выпустились. Время было уникальное. Можно сказать, что начинали мы учиться по «Капиталу» Маркса, продолжали по учебникам западным, уже переводным, Самуэльсона и других авторов. Через нас прошла программа реформирования, перевода на рыночные рельсы российской экономики. Очень такое бурное время преобразования и становления рыночной экономики. И, возможно, вот появление новых таких форм, которые не были столь развиты раньше в советское время, как банки, финансы, привело меня как раз вот в эту отрасль. Я хочу сказать, что вот у нас в Национальном банке 4,5 сотни человек работает, из них 56 закончила Башкирский государственный университет. Большая часть из них это экономисты, есть также юристы, инженеры, другие люди, которые окончили разные специальности Башкирского госуниверситета. А в целом по банковской системе, в финансовом секторе, в экономике республики это тысячи и тысячи специалистов, которые, конечно же, с честью несут звание выпускников Башкирского госуниверситета и приносят пользу себе и людям. Надо сказать, что вот, тяга к знаниям и вера в силу своего родного университета, она привела к тому, что в свое время я не только экономический факультет закончил, но еще и пошел на юридический. И это мне в дальнейшем помогло в своем профессиональном становлении. Я очень благодарен своему родному институту, университету за те знания, которые он мне дал.
за хороший преподавательский коллектив, который нес эти знания нам. Вот, в частности, у нас уникальный был сплав. Это были люди, которые выходцы из географического факультета, с кафедры политической экономии, как ведущей кафедры для экономического факультета. И очень важно, из научно-практической среды, с Уфимского научного центра Российской академии наук. Я думаю, что каждый из вас, кто поступает и учится в данном институте, сами увидят, насколько это ценный институт, насколько ценны эти знания. И очень важно всегда быть гибкими, осваивать все новое, то, что диктует нам сегодня меняющиеся экономические условия. Успехов вам! Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я надеюсь, будущие студенты нашего замечательного вуза Башкирского государственного университета. Вернемся к студенческой жизни. Еще один очень важный вопрос. Что такое сессия, как она проходит и как вообще к ней готовится студенту? Ну, наверное, да, отвечу. Я немножко, ребята дополнят уже, у них практика это более свежая. Сессия, да, такое, ну, стандартное давнишнее понятие, как бы, скажем, как это официально называется, это промежуточная аттестация, когда, в принципе, ребята, проучившись семестр, свои знания проверяют, полученные в виде сдачи там, предмета преподавателю, получают за это в течение семестра определенные баллы, то есть с баллами подходят к сессии. Вот. В некоторых случаях, и в этом, в принципе, наверное, какая-то уникальность специфики обучения в Башгу, то, что у нас теоретически можно при хорошей учебе сессию практически полностью закрыть так называемым автоматом, то есть не приходить на нее физически, а за счет набранных в процессе обучения баллов получить, ну, желаемые отметки, будь то четверки или пятерки, допустим, да, если переводить на систему, которая принята в школе. Вот. Помимо промежуточной аттестации, естественно, в конце учебы уже ожидать будет итоговая аттестация, это экзамены, также это защита выпускной квалификационной работы, но выпускная квалификационная работа это тоже не сама по себе, она вот на последнем курсе делается в течение учебы своей в университете, помимо выбранной изначально нашими абитуриентами, да, в будущем специальности, по которой они будут обучаться, ребята могут выбрать и какой-то подраздел, какую-то конкретную тему, писать по ней курсовые работы, также в рамках сессии производить их защиты, вот, и постепенно, уже накапливая материал, подходить к дипломной работе. И что актуально в последнее время, да, руководство университета это очень сильно у нас поддерживает. Очень много, ну, такой тренд на то, чтобы дипломы у нас могли быть коммерциализированы, либо практикоориентированы, чтобы человек с дипломной работой мог прийти к работодателю как с готовым проектом, либо в процессе написания этой работы уже начать во время практик готовиться к своему месту будущего трудоустройства и подойти уже к последующей своей работе, профессиональной деятельности более подготовленным. Ну, а тут ребята уже о студенческих нюансах, наверное, расскажут, как сдается сессия, приметы, может быть. Да, сессия на самом деле сдается очень весело, если ты успел все сдать, если ты успел все выполнить, все, что от тебя требовалось во время семестра, как уже сказал Леонид Валерьевич. В большинстве случаев можно получить так называемый автомат, вот, и не приходить на экзамен, на зачет, и у тебя автоматически ставится оценка положительная, либо отлично, либо хорошо. Вот. Естественно, если же по каким-то причинам студент не успевает сдать все необходимые материалы, которые от него требуются, необходимо подготовиться к экзамену. Вопросы преподаватели всегда отправляют заранее, чтобы быть готовыми студентам к тому, чтобы сдать успешно сессию. И в основном все студенты у нас, в принципе, сдают хорошо, отлично, и
таковых, прям массовых таких проблем не возникает. Я немножко успокоила абитуриентов. За сессию не переживайте. Наши преподаватели, у них, ну, точнее, нет у них цели, чтобы валить вас в чем-то. Они всегда вам помогут. Если будут вопросы перед сессией, может, по каким-то вопросам вам нужно еще раз пройти, есть консультации специально для этого. Они вам объяснят, они вам расскажут, но никогда не бойтесь на нее идти. Все будет проходить хорошо. Да, я думаю, что все здесь сидящие уже не раз сдавали сессии, даже кто-то уже даже дипломы защитил, так что, да, действительно, в этом нет ничего страшного, все с этим сталкиваются. И сессию сдали, на пары сходили. Чем занимаются студенты Башгу в свободное время? Какие у них есть возможности для самореализации? Да, я думаю, да, ребята, Вадим, наверное, давай с тебя начнем. Я возьму. Возможностей в нашем университете для самореализации на самом деле куча, просто всех не перечислить. 5 направлений развития в нашем университете точно присутствуют. Общественное, научное, учебное, культурно-творческая и спортивная деятельность. Такие 5 движущих сил, которых студент может сам решить, в какой сфере ему развиваться. Если хочет в культурно-творческой, у нас огромное количество творческих коллективов, в которых студент может себя реализовать. Это и танцевальные, это и театральные какие-то кружки, и интеллектуальные клубы у нас также присутствуют. Если говорить про общественную деятельность, то у нас тоже большое количество объединений, которые могут помочь студенту реализовать себя. Это и волонтерский центр, это и первичная профсоюзная организация студентов, это и Объединенный совет обучающихся. И каждая из этих структур помогает студенту выбрать то направление, в котором он хочет. Хочет заниматься волонтерством, пожалуйста, хочет развиваться в защите прав студентов, профсоюзная организация Объединенный совет обучающихся ждет вас. Если говорить про спортивную деятельность, то у нас имеется спортивный комплекс, где также проходят различные тренировки по боксу, по шахматам и так далее. Если, конечно, брать учебно-научную какую-то деятельность, как я уже сказал, есть интеллектуальные клубы, есть Совет молодых ученых в университете, который проводит и конференции, и направляет студентов для участия в них, публикует статьи и участвует в интеллектуальных конкурсах. В общем, простор для развития в нашем университете просто огромен. Более подробно, я думаю, расскажет и Ксения, и Леонид Валерьевич про то, что у нас есть в университете. Я могу рассказать подробнее уже про волонтерский центр, где ребята круглый год могут реализовывать себя, потому что наша организация не уходит в отпуск какой-то и летом, и зимой, потому что каждый человек нуждается в помощи. Волонтер — это как раз именно тот человек, который придет, поможет, и несмотря ни на что, но при этом он может развивать себя. Это также, если по будущей профессии нужно работать с пожилыми, или с детьми, или с животными, то у нас все эти направления есть. Чтобы писать проекты, чтобы организовывать мероприятия, проводить семинары, проводить обучение для ребят. И у нас тоже в волонтерском центре очень хороший стартап для развития. Ты можешь стать волонтером и потом можешь до министра дойти. Можешь стать руководителем регионального отделения, как у нас есть уже такой опыт. Можешь стать руководителем. Все зависит от того, как человек хочет себя развивать. Если у него есть цель, если он хочет стать лучше, то он найдет и нас, руководителей, и хоть кого, просто, можно сказать, добьется того, чтобы мы с ним были. Ну, дополнить, ребят, могу, наверное, тем, что вообще Башкирский государственный университет, классический университет нашей республики и наши филиалы, наша, наверное, уникальность, отличительная особенность не только в республике, но и, наверное, во многих, в сравнении с многими вузами в нашей стране, у нас действительно очень богатая студенческая жизнь, она очень разнообразная. У нас действительно, ну, если так можно выразиться, жить активной и интересной студенческой жизнью действительно полегче.
Это и ввиду специфики обучения, то, что университет классический, изучает фундаментальные науки. Здесь очень большое значение придается именно развитию человека как личности, помимо того, что получение специальности, образования, и непосредственно вовлеченность студентов. Как вы уже поняли из рассказа ребят, у нас огромное количество не только направлений, где можно себя проявить, но и своеобразных точек притяжения, где эти направления реализуются. Это и различные клубы, как уже Вадим говорил, кружки, организации. Даже сейчас вот с нами мы проводим прямой эфир, и в принципе организацию процесса практически полностью проводят студенты нашего университета, реализуют себя в сфере журналистики, опять-таки. Есть свое медиа-сообщество, и даже не одно, именно студенческое. Ребята получают при этом признание высокое достаточно на республиканском, на российском уровне. Это показывают результаты конкурсов, в которых участвуют наши ребята. Ну и, как говорится, БГУ, кузница лидеров, молодых лидеров нашей республики. Это, по-моему, показатели победы наши на конкурсах, студенческий лидер республиканских и даже на окружных этапах. Поэтому поступайте к нам в университет, с нами точно вы не соскучитесь. Да, это факт. Какие еще есть дополнительные возможности у студентов, вот, в том числе касаемо отдыха? Ну, по отдыху я хотел бы начать, но все-таки, как представляя профсоюзную организацию студентов университета. БГУ тоже достаточно уникальный университет, по сути, ну, даже вот берем про отдых элементарно, у нас самые долгие, по сути, зимние каникулы среди других вузов республики. Помимо традиционных январских праздников, сейчас ребята после сессии, у них сессия заканчивается, и они еще практически 1,5 недели смогут поотдыхать, заниматься своими делами. Кто живет не в Уфе, съездить к своим родителям, там, или к себе в регион, или в район. Вот. Дополнительных возможностей много. Если говорить про какие-то социально-экономические сферы, да, если об этом, нам очень хорошо идет, в принципе, администрация университета навстречу. Например, один из немногих университетов в стране, Башгосуниверситет, где договорные студенты, ну, контрактники, и студенты-бюджетники, проживающие в общежитии, платят одинаковую сумму в месяц. Это далеко не везде так, и даже у нас по республике Башкортостан. Развивается инфраструктура, построено новое общежитие гостиничного типа. В принципе, у нас хорошее внимание уделяется стипендиальному обеспечению. Это различные виды стипендий, не только простая сама по себе стипендия. Да? Ну, о стипендиях, наверное, подробнее позже поговорим, потому что это целый отдельный вопрос. Ну, а говоря про отдых, университет тоже уникален тем, что ребята сейчас, конечно, из-за пандемии не совсем так, но тем не менее в прошлом году мы делали студенческий профсоюзный лагерь на Павловке, 2 смены ребята отдохнули, университет нам в этом очень сильно помогает, идет навстречу, оказывает поддержку, и для университета действительно важно, потому что если человек не отдыхает от учебы, от какой-либо деятельности, если при этом важно, чтобы человек отдыхал со своими же студентами с других факультетов, ребята знакомились между собой. В этом плане у нас система отдыха зимнего и летнего, она построена очень хорошо в университете. Поступайте, сможете это ощутить. Ребята могут поделиться, в принципе, своими впечатлениями от участия, ну, скажем так, в мероприятиях по отдыху, которые вуз проводил. Думаю, расскажете. Да, в этом году, в 2021 году, летний отдых был просто незабываемым. Студенты смогли не только отдохнуть, но и познакомиться поближе друг с другом, так как все студенты совершенно с разных факультетов и институтов, с разных курсов, с разных направлений. И это в первую очередь, конечно же, какое-то командообразование, так как и нас всех тоже объединили в определенные команды. И отдых помог также немножко и опять-таки самореализовать себя, так как помимо отдыха самого, как в принципе задумано, на этом Павловском водохранилище, где мы отдыхали в прошлом году,
были организованы и определенные творческие программы, где ты мог себя тоже показать, реализовать и сделать так, чтобы твоя команда победила. Поэтому любой отдых, который у нас организовывает университет, приличная профессиональная организация, незабываемо, и ты всегда можешь себя показать, проявить, и тебя обязательно запомнят и увидят. Да, я на этот отдых ездила уже в роли вожатой. Знаете, страшно было, как ты будешь работать со студентами, если ты сейчас сам студент. И вот именно этот отдых, он нас соединил, и мы до сих пор общаемся. Они все время спрашивают даже, как у тебя дела, мы можем пойти чай попить. И благодаря вот таким летним зимним отдыхам мы просто уже не так, как каждый факультет, каждая отдельная ячейка, а реально можем вместе поделиться, что происходит у человека на факультете, что может быть в жизни. И может даже реализовать в плане того, что на каких-то университетских конкурсах, как студенческая весна, Оложка, где мы можем вместе задать творческий номер. Да, я думаю, это очень важно, когда студенты могут общаться не только в рамках своего факультета, в рамках своей специальности, но и познакомиться, в принципе, со всеми. Сейчас предлагаю прерваться на еще одно видео от наших выпускников, от нашего выпускника, и потом мы снова вернемся и обсудим еще некоторые вопросы. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Я надеюсь, будущие студенты нашего замечательного вуза Башкирского государственного университета. Меня зовут Калугина Наталья Владимировна. Сейчас я работаю первым заместителем министра финансов Республики Башкортостан. А еще, кажется, совсем недавно, в 1991 году, я вместе с другими такими же вчерашними школьниками пришла поступать в Башкирский государственный университет на экономический факультет. Ваш госуниверситет всегда характеризовался прекраснейшим профессорско-преподавательским составом. Специальность, которую я выбрала, называлась в то время экономика и социология труда. Но аспирантуру я заканчивала уже по специальности финансы и кредит. Для меня БГУ – это в первую очередь те базовые системные знания об экономических и социальных процессах, которые помогали и помогают мне в моем профессиональном пути. Это 5 лет веселой студенческой жизни, время открытий, время преодоления и побед. И, конечно, это друзья-сокурсники, дружба с которыми остается на всю жизнь. Я очень надеюсь увидеть вас всех студентами такого замечательного, уважаемого вуза, как Башкирский государственный университет. А в дальнейшем, если вы выберете своим профессиональным путем государственную службу, в том числе и в числе коллег в Минфине нашей республики. Очень много студентов приезжают учиться в Башгу из разных районов Башкирии и из других регионов в том числе, и мы уже затронули тему общежитий. Давайте поговорим об этом более подробно. Как устроиться в общежитие, как далеко они находятся от учебы, вообще какие нужны условия? По общежитиям, в принципе, весь кластер нашего университета, он достаточно компактный. Помимо этого, тоже отличительная особенность БГУ, наверное, что важно для абитуриентов сейчас – стоимость проживания в общежитиях у нас одна из самых низких не только в республике, но и по стране в целом. И в этом плане мы тоже договариваемся с администрацией, администрация идет нам навстречу. Как я уже говорил, есть новое общежитие гостиничного типа, немножко более комфортное. При желании, в принципе, особых проблем попасть туда нет. Да, оно стоит немножко подороже, но это и понятно, потому что там условия проживания соответствующие, и как бы оно того стоит. Как попасть в общежитие? Студенты, поступая уже на факультеты или институты, которые они выбрали, там уже дальше взаимодействуют с заместителями деканов по воспитательной работе, или заместителями директоров по воспитательной работе, и там уже, в принципе, в порядке очереди определяются их места, и механизм заселения им полностью объясняют еще, в принципе, во время подачи документов, так что ничего страшного в этом нету. Все объяснят вовремя, и главное внимательно слушать своих кураторов и заместителей декана. Предлагаю поговорить о стипендии. Какие есть стипендиальные программы и что нужно для того, чтобы получить? Стипендия, наверное, для многих ребят, которые сейчас заканчивают школу, да,
наверное, такая вожделенная вещь, потому что, ну, это собственный какой-то кэш, который можно потратить, да, на себя. А стипендии разные, да, университет, ну, вообще, в принципе, высшее учебное заведение предполагает разные виды стипендий, помимо самой по себе академической стипендии, которую ребята получают в зависимости от успеваемости. Есть социальная стипендия, да, для ребят, у которых, ну, какое-то, может быть, не совсем удачное материальное положение в семье, да, либо относятся они к льготной категории какой-то. Вот, помимо этого, для студентов первых курсов с высокими баллами единого госэкзамена предусмотрен конкурс на повышенную стипендию по результатам вот этого единого государственного экзамена. В принципе, вся подробная информация на сайте университета в разделе абитуриентам, можно ее найти. Помимо этого всего, для также социально незащищенных категорий на первом-втором курсе, в течение первого-второго курса предусмотрена большая социальная стипендия, увеличенная, доходящая, ну, порой там, в принципе, если не соврать, ребята, до 10 тысяч, по-моему, да, она доходит. Помимо этого, для ребят, которые проявляют себя активно в различных направлениях деятельности, есть повышенная государственная академическая стипендия. Есть именные стипендии для ребят, которые занимаются научной деятельностью. Есть именные стипендии, стипендии ученого совета университета. Поэтому, в принципе, если очень сильно захотеть, можно достаточно, ну, в принципе, достойного уровня стипендию получать в университете. Ну, ребята не дадут соврать, они у нас стипендиаты. Для ребят, которые собираются поступать на договорную форму обучения, им, наверное, тоже интересно узнать, если вдруг случилась какая-то непредвиденная жизненная ситуация для ребят, которые являются у нас членами профсоюзной организации, они могут получить материальную помощь у нас, профсоюзная организация. Но для студентов, которые на бюджете обучаются, материальная помощь также предусмотрена. Ну, если, не дай бог, болезни или еще что-то такое, в принципе, ребята компенсируют расходы, связанные с лечением и так далее. Ну, и впечатление, вот как от стипендиатов, то есть и как и в какой сфере можно получить, допустим, повышенную стипендию, что абитуриентам наверняка интересно, я думаю, ребята могут рассказать поподробнее. Ксения. Ну, скажу так, что наша стипендия приходит в определенные числа, это под конец месяца, там с 25-х начинается тишин. А так, есть еще у нас программа повышенной государственной академической стипендии. В чем плюсы нее? Это там есть несколько уровней, куда ты можешь попасть. Самый высокий, это первый уровень, это, значит, самая высокая надбавка к твоей обычной стипендии. А чтобы получить, это надо хорошо закрыться, ну хорошо, либо отлично, и все курсовые сдать, и сессию хорошо закрыть. И потом, благодаря вот твоим, как сказать, достижениям, да, в общественной деятельности, в научной деятельности ты подаешь эти документы, благодарственные письма, дипломы, может, ты пишешь там статьи, тезисы, и ты это все подаешь во время комиссии, и потом это считаются баллы, и уже определяется, на какой уровень ты проходишь и какую сумму ты будешь получать как своей стипендии обычно. Ну, тоже дополню немножко то, что Ксения сказала. Да, действительно, каждые полгода у нас проходят комиссии по назначению повышенной госакадемстипендии. И это, на самом деле, хорошая надбавка к основной стипендии, так как, если говорить действительно о самих цифрах, то вот на сегодняшний день первый уровень, всего их там 5 уровней, первый уровень показывает около 11 тысяч рублей к основной стипендии, которую может получить студент, если он пройдет на данный уровень в рамках комиссии по назначению повышенной госакадемстипендии. Поэтому наши студенты стараются проявлять себя, вот, как я уже назвал, в 5 направлениях деятельности и прикладывать свои достижения уже во время комиссии, чтобы показать свой результат, что действительно ты стараешься, ты проявляешь себя, ты приносишь какие-то победы университету, ты проявляешь себя, если ты
выбрал какую-то одну сферу деятельности, то ты показываешь свои хорошие результаты именно по ней. Иногда наши студенты разносторонние, и они могут проявить себя как в спортивной, так и в культурно-творческой, в научной жизни, и, естественно, у них шансов гораздо больше, так как определенное какое-то направление дает определенное количество баллов. Ну и дополню в завершение то, что в принципе сама стипендиальная система БГУ, она очень прозрачная. Даже коллеги из других вузов по стране даже иногда просят нас поделиться документами относительно стипендии. И более того, активное участие в разработке этих документов, правил игры и назначения этой стипендии, в процессе по назначению и распределению стипендий активно задействованы сами обучающиеся. Это тоже своеобразная фишка нашего университета, активная вовлеченность в реальное студенческое самоуправление самих студентов. Еще один очень важный вопрос – это вопрос трудоустройства, потому что далеко не каждый выпускник понимает, куда ему идти дальше после получения своего диплома. Как университет способствует получению практических знаний и трудоустройству в том числе? Ну, я думаю, начну, ребят, дополнить, сказать, что по трудоустройству у нас с этого года в университете есть даже целый отдельный заместитель деканов и директоров по трудоустройству. Работает центр содействия трудоустройству выпускников. На самом деле, вообще, это ни для кого не секрет, во всех университетах большое внимание трудоустройству студентов уделяется. В этом плане я уже говорил и про практикоориентированность дипломных и выпускных квалификационных работ. Вот. Задача основная самого студента здесь наладить контакт с руководителем, со своим научным, и постараться максимально уже с первых курсов, примерно исходя из специфики своего предмета, определиться с той сферой, где он будет осуществлять дальнейшую свою трудовую деятельность, грамотно и внимательно подходить к выбору места прохождения производственных или иных учебных практик. И планируя уже свою траекторию, успешно подойти по выпуску к трудоустройству. В принципе, даже по опыту общения с коллегами взрослыми могу сказать то, что действительно студенты, выпускники нашего университета, они пользуются спросом, потому что классическое фундаментальное образование, помимо специальности, которую ребята выберут, или профиля подготовки, это еще и достаточно широкий кругозор, а вкупе, мы сегодня с вами говорим о студенческой жизни, активной, вкупе с проявленными своими во время студенческой жизни качествами, полученными, так скажем, soft skills, мягкими навыками, наши ребята достаточно действительно конкурентоспособны на рынке труда. В принципе, у нас ребят пытались, некоторых, я знаю, забрать уже на работу, мы их пока не отпускаем, они нам нужны, думаю, сами поделитесь тоже, В принципе, Вадим уже как человек, который обучение прошел, и Ксения, как сейчас на пути, получается, к трудоустройству. Да, действительно, студенты нашего университета, они очень востребованы. За примерами далеко ходить не надо, в интернете можно спокойно посмотреть даже те высшие должностные лица, которые сейчас занимают высокопоставленные посты, являются выпускниками нашего университета. Что касается молодых ребят, молодых студентов, которые только-только окончили наш университет, могу просто на собственном примере показать, что действительно, если студент проявляет себя в том или ином направлении, у него действительно есть достижения, и он действительно показывает свою ценность, что он может, выйдя из университета, показывать хорошие результаты и при трудоустройстве на ту или иную сферу работы, его ценность повышается, и уже не студент бегает, можно сказать, за работодателем, а работодатель уже бежит за студентом, чтобы дать ему более выгодные условия для того, чтобы он пришел к ним на работу. Ксения? Я так скажу, как выпускник бакалавриата в этом году, по опыту уже на своем факультете, очень много работодателей обращаются о том, чтобы дали им специалистов. Именно в БГУ наши работодатели ищут. И вообще, если вы
не знаете, кем вы будете работать, на сайте БГУ на каждом факультете есть вкладка, где можно посмотреть именно трудоустройство, в каких компаниях наши выпускники работают и кем становятся. Да, и также информационное сопровождение этого вопроса у нас тоже есть. Допустим, еженедельно в соцсетях БашГУ мы используем такую рубрику, называется «День карьеры», когда вывешиваются актуальные какие-либо специальности, направления, куда могут устроиться наши выпускники. Я думаю, что нам удалось ответить на все основные вопросы, которые связаны именно со студенческой жизнью. Спасибо большое нашим гостям: Вадим Егошин, Ксения Романенко, Леонид Ястребов. Сейчас мы посмотрим видео еще одного нашего выпускника, и потом уже перейдем к блоку, где обсудим особенности приемной кампании 2022 года. Привет, меня зовут Рустам Зарафудинов, я директор телерадиокомпании «Башкортостан», выпускник тогда еще экономического факультета, а ныне Института экономики, финансов и бизнеса Башгосуниверситета. Сложно представить, аж 2004 года. Друзья, 21 год назад я, так же как и вы, стоял перед выбором, куда пойти учиться. Честно скажу, всю жизнь я тяготел к гуманитарным наукам, к иностранным языкам, к журналистике, и всю сознательную жизнь на тот момент меня готовили поступать либо на инфак, либо на журфак. Но в последний момент, неожиданно, в первую очередь для себя и для своих родных, я сделал выбор в пользу экономического факультета Башгосуниверситета. И сегодня, спустя большое количество лет, я говорю спасибо себе за тот ключевой, важнейший в своей жизни выбор, и говорю спасибо родной альма-матер и родному факультету за те годы, что мы провели вместе. Почему я говорю об этом? Смотрите, сегодня мы живем в абсолютно глобальном мире. Сегодня вы можете получить любое образование в любом городе нашей страны, в Уфе, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Европе. Но суть в том, что это образование сегодня оно стандартизировано, оно везде примерно одинаковое, и средняя температура по палате приблизительно равна. Но важнее всего не те знания, которые вы получите во время учебы, важнее то, как вас научат этими знаниями пользоваться в будущем. И здесь как раз-таки я говорю спасибо родному факультету за те навыки, за те компетенции, которые я получил. Вы можете выбрать любой вуз, медицинский, аграрный, педагогический, но тогда вы понимаете, что так или иначе связываете свою жизнь с каким-то узким профилем. Чем замечателен наш вуз классический, чем замечателен, примечателен Институт экономики, финансов и бизнеса Башгосуниверситета? Дело в том, что здесь вы получите абсолютно универсальное образование и абсолютно универсальные компетенции, которые потом вы сможете применить в абсолютно любой сфере деятельности. Поэтому сегодня вы должны осознать в первую очередь, что вы хотите от жизни, кем вы хотите стать в будущем, и сделать правильный выбор. Это, поверьте мне, ключевой выбор в вашей жизни. Сегодня вы, может, не понимаете те слова, которые я вам говорю, но спустя 5-7 лет, если вы посмотрите эту запись вновь, тогда уж точно не поймете. Сегодня вы будете принимать ключевое решение и самое первое взрослое решение в вашей жизни, от которого эта жизнь в дальнейшем и будет зависеть. Поэтому я призываю вас сделать правильный выбор, и я желаю вам удачи. Спасибо. Если вы только-только к нам присоединились, напоминаю, что мы сегодня проводим День открытых дверей онлайн в таком полуофициальном формате. Мы уже успели обсудить тему студенчества, и сейчас поговорим непосредственно про приемную кампанию 2022 года. И к нам в студию присоединилась начальник отдела организации приема и профориентации Сагидинова Зульфия Индусовна. Здравствуйте. Здравствуйте, всех приветствую. Давайте начнем с простого вопроса. Кто может поступить в Башгу? В Башкирский госуниверситет поступить может каждый, если есть хотя бы образование, да, 9 классов, это для них у нас есть колледж Башкирского государственного университета, а уж 11 класс заканчивается с аттестатом, среднее профессиональное образование, это после колледжа, техникум. И, конечно, те, кто получил выше, но хочет поменять свою образовательную траекторию, получить либо магистерский диплом, либо второе высшее бакалаврское образование. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать, во-первых, получить документ об образовании, да, и все зависит от того, на базе какого образования поступает у нас абитуриент. Сейчас вот на слайде вы видите, что есть разные условия поступления.
Если вы заканчиваете 11 класс, поступаем на базе 11 класса по результатам ЕГЭ. Необходимо 3 ЕГЭ, то есть результаты 3 ЕГЭ классический русский и 2 ЕГЭ, которые соответствуют направлению. Но обращаю ваше внимание, что у нас в университете очень уникальный есть направление, так называемый творческий, куда можно поступить по результатам 2 ЕГЭ, то есть это русский и один из, так скажем, общеобразовательных предметов, а третье вступительное испытание, творческое, вы будете сдавать у нас уже в университете. Ну, например, журналистика. Об этом, кстати, у нас и в чате ребята уже задавали вопрос. Достаточно иметь результаты по русскому языку и обществознанию, а третье вступительное испытание, собеседование, вы будете проходить у нас. Поэтому, если вдруг у вас так не сложилось, что по третьему ЕГЭ вы не набрали минимальный балл, но у вас есть русский и обществознание, то есть журналистика, ждет вас, видимо, вселенная, вам говорит, что вы должны стать именно журналистом. И таких направлений у нас много, поэтому если вдруг у вас есть только результаты 2 ЕГЭ, обращайтесь в нашу приемную комиссию, мы действительно подскажем, значит, какое направление ждет вас в нашем университете. Если вы поступаете на базе среднего профессионального образования, то имеете право сдавать вступительные испытания в университете. Но в этом году у нас абсолютно изменился несколько порядок, потому что мы вступительные испытания для лиц, имеющих диплом СПО, обязаны выставлять профильные вступительные испытания. То есть, например, если вы поступаете на математику или прикладную информатику, то вы должны сдать не только русский язык у всех одинаковый, общеобразовательный формат тестирования. Надо будет сдать не математику, а алгебру и геометрию. И, соответственно, или на факультет физико-технический наш институт, надо будет сдать не просто физику обычную, а общую физику. Поэтому есть профильные вступительные испытания, все размещено у нас на сайте. По сути, они нам несколько усложнены в сравнении с общеобразовательными, но тем не менее всем по силу. Вот. И если вы поступаете на базе высшего образования, то, соответственно, на бакалавриат вы сдаете вступительные испытания общеобразовательные предметы у нас. Если в магистратуру, то соответствующие вступительные испытания магистратуры. Есть целый ряд категорий, которые имеют право сдавать вступительные общеобразовательные предметы у нас в университете. Это инвалиды, это иностранные граждане и лица, которые получили аттестат в иностранной организации. Получается, основное условие, это нужно обязательно дождаться результатов ЕГЭ и получить свой аттестат. На самом деле нет. И здесь действительно обращаем внимание и абитуриентов, и их родителей. Не нужно ждать получения не только результатов ЕГЭ, а вы знаете, что бывает, сдают в конце июня, результат приходит в июле, еще есть апелляция. Даже не нужно ждать получения аттестата. В соответствии с федеральным порядком и правилам приема в 2022 году в Башкирский госуниверситет подать заявление о приеме, предоставив паспорт и СНИЛС при наличии, можно уже с того момента, как мы начинаем приемную кампанию. Соответственно, если говорить уже о сроках, предвосхищая вопрос, 1 мая мы начинаем прием документов для направлений, которые осуществляют образовательную деятельность на платной основе, а для бюджета 20 июня. Так что ждем, не ждите аттестат, если у вас есть паспорт и СНИЛС, приходите, и мы примем ваше заявление. Как только вы получаете документ, естественно, об образовании вы должны будете донести в приемную комиссию до 25 июля. То есть, получается, абитуриент пришел, подал заявление, отдал оригиналы документов, подал согласие на зачисление, и можно уже считать себя студентом. На самом деле нет, не все так просто. Но, во-первых, я бы хотела сейчас продемонстрировать несколько особенностей, как раз на экране, что, во-первых, вы имеете право подать документы в 5 вузов. Внутри нашего вуза вы имеете право подать на 7 направлений или специальностей. Вторая особенность – это выбранные предметы для поступления. Ну, вы видите, да, на экране у нас есть человек, хочет поступить на факультет философии и социологии, у него есть русский язык и обществознание, и, соответственно, он может из выбранных, для 3-го ЕГЭ выбрать одно из тех 5 предметов, которые у нас выставлены уже на экране. Вот. И самое важное, что зачислять мы можем по результатам согласия на зачисление и оригинала аттестата.
Но обращаем внимание, что эти правила в федеральном порядке вступают с 1 марта, поэтому ждем 1 марта, и как только они вступят, поступаем только по оригиналу аттестата. И этого недостаточно, как я уже сказала, есть у нас конкурсная ситуация. Вообще все поступившие, все подавшие заявления участвуют в конкурсе. До конкурса допускаются не все, а только те, которые имеют минимальные баллы ЕГЭ. Действительно, как я уже говорила, пришел с аттестатом, пришел просто с паспортом, подал заявление, но неизвестно, как он набрал, какие результаты ЕГЭ. Поэтому необходимо дождаться, и в конкурс допускаются только лица, которые набрали вот те минимальные баллы по предметам, которые у вас на экране. Это общефедеральные требования, соответственно, вот такое условие есть. Дальше. При этом конкурс у нас не один. Так? У нас есть несколько на одно направление, несколько конкурсов. Первый конкурс – это целевой прием. Многие уже знают, слушают, существует такая целевая квота в каждом направлении. Постановлением правительства, которое уже издано, выделяется не менее от 5 до 10, а где-то и выше процентов от общего количества бюджетных мест для целевого приема. Это означает, что работодатель, а это государственные муниципальные учреждения, государственные органы, федерального, республиканского, муниципального значения, заинтересованы в подготовке специалиста и заказывают обучение в нашем университете, заключая договор с абитуриентом. Соответственно, есть обязательство работодателя трудоустроить по окончании вуза, и есть обязательство студента отучиться и не быть отчисленным за академическую задолженность. Вот. Поэтому здесь конкурс меньше, шансов поступить выше, а еще плюс гарантированное трудоустройство. Второй конкурс – это особая квота. Это выделяется в соответствии с федеральным законом об образовании не менее 10%. Квота конкретизируется, уже детализируется 1 июня, то есть конкретное количество бюджетных мест, вот для указанного перечня граждан. Обращаю ваше внимание, что необходимо, естественно, подтверждение документов на данное право, в частности, что справки об инвалидности должны быть действительно на момент завершения приема документов 25 июля. Вот. Соответственно, подтверждать необходимо, и юрист приемной компании оценивает документы и говорит, имеет ли право или нет. И также здесь конкурс намного меньше. Ну и третий конкурс – это общий конкурс, соответственно, все оставшиеся места. Но есть у нас еще и, так скажем, VIP-персоны, счастливчики, которые своим трудом и мозгами заработали право поступить без вступительных испытаний. Это наши звездочки, победители, призеры Олимпиады, Всероссийской Олимпиады школьников, так называемых перечневых Олимпиад. Перечневые Олимпиады, как вы знаете, это Олимпиады, которые включены в перечень Министерства науки и высшего образования. И на экране у вас те Олимпиады перечневые, соорганизатором которых выступает Башкирский государственный университет. Обращаю ваше внимание, что вот первая Олимпиада, Северо-Восточная Олимпиада школьников по башкирскому языку впервые включена в перечень Минобра и дает право поступить без вступительных испытаний, если ребенок сдал ЕГЭ по русскому или литературе не меньше, чем на 75 баллов. Регистрация на данную Олимпиаду продлена до 31 января. Всех призываю поучаствовать, попробовать свои силы, а может быть вам повезет и вы поступите без вступительных испытаний на бюджетное место. Завершая обзор особенностей приемной кампании 2022 года, давайте напомним абитуриентам, куда нужно нести заявление. Заявление подаем такими же уже ставшими классическими способами, как онлайн через личный кабинет абитуриента на сайте bgubashkedu.ru. Также онлайн можно через портал госуслуг, если у вас есть соответствующий аккаунт. В этом году это больше возможностей подать заявление. Это и бюджет, и коммерция, это и филиальные у нас направления. Ну и классическим способом прийти лично в университет в приемной кампании. Но если никто не хочет ни онлайн, ни офлайн общаться, можно доверить почтовым службам. Любители Почты России, можно подать документы таким способом. Естественно, самый непопулярный, но тоже его знает, кто как относится у нас к почтовым службам. Как мы уже поняли, конкурсный балл – это сумма не только 3 ЕГЭ, но и баллы за индивидуальные достижения. Вот за что в этом году будут начисляться такие баллы? В этом году баллы у нас начисляются за большее количество достижений, это большой плюс. Федеральный порядок разрешил вузам в этом году включить в перечень
не только олимпиады, которые минобровские, но и те мероприятия, так называемые интеллектуальные творческие конкурсы, которые направлены на выявление достижения выдающихся способностей школьников. Вот перечень кратенький наших индивидуальных достижений. Соответственно, это прежде всего те олимпиады перечневые, олимпиады, которые включены в перечень Минпросвещения, все детки о них знают. И также самое важное – это олимпиады нашего университета, организатором, соорганизатором, в котором мы выступаем. Для победителей и призеров это 7-10 баллов. Вот сейчас проходит у нас региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Задавали вопрос. Не только победа и призерство, но и участие дает право получить не меньше 2 баллов за индивидуальные достижения, за участие в этом серьезном конкурсном отборе. Золотой значок ГТО не только в этом году, но есть еще и бронзовый и серебряный. Волонтерская деятельность, поэтому можно, кстати, уже сейчас прийти в волонтерский центр БГУ, за это тоже будут баллы у нас, и принимать участие в их мероприятиях. Вот. И, естественно, достижения в спорте. От этого никуда. Весь перечень у нас размещен в правилах приема у нас на сайте, ну а кратенький вот у вас на экране. Давайте еще раз озвучим, какие именно олимпиады и конкурсы проводят Башку, где можно получить максимальный балл. У нас проводится свыше 100 мероприятий, которые будут учитываться, да, участие которых будет учитываться. Вот. Вся информация у нас на сайте в разделе «Школьнику». Соответственно, там все информацию мы публикуем, в соцсетях размещаем, школы отправляем. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не приняли участие, заходите на наш сайт, раздел «Школьников» и принимайте участие во всевозможных наших мероприятиях. Ждем вас. Да, спасибо большое за подробные ответы. Вопросы, может быть, да? Да, вопросы сейчас посмотрим, возможно. Да, тут были вопросы, пока у нас шла первая часть прямого эфира. Что касается вот Лилии Камаловой, я просто не успела вам ответить, касаемо детей сотрудников МВД на пенсии. Ну, во-первых, есть ряд условий, и это только, обращаю, преимущественное право. Это не особое право, здесь надо различать. Особое право, перечень мы уже транслировали, например, дети-инвалиды, дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей. А для лиц, для детей, сотрудников правоохранительных органов это преимущественное право при равенстве, значит, суммы ЕГЭ, результаты при ЕГЭ преимущественно, например, на математику поступаем, ЕГЭ по математике, и баллов за индивидуальные достижения, вот только при таких условиях у данного ребенка будет преимущественное право перед другим его, так скажем, оппонентом. Вот об этом, Лилия, прошу обратить внимание. То есть это не особое право, это преимущественное право. Дальше, что касается проходных баллов. Действительно всех интересует, понятно, проходные баллы – это текущая ситуация. Мы можем сказать только о прошлом, да, как было в этом году. Результаты размещены у нас на сайте. В разделе «Абитуриентам» есть итоги приема. И по бакалавриату посмотрите, пожалуйста, по каждому направлению проходный балл этого года. Но какая будет текущая ситуация, это скажет только, как говорится, сама приемная кампания 2022 года. Вот, вот то, что вопросы, которые я увидела. Я думаю, на остальные вопросы в большей степени они касались конкретных специальностей, на них ответили наши сотрудники, представители факультетов и институтов. И я думаю, мы можем заканчивать наш прямой эфир. Сегодня, напомню, мы обсуждали не только приемную кампанию, но и, в принципе, студенчество. И я надеюсь, вам, абитуриентам и родителям, стало более понятно, что ждет вас, ваших детей в будущем при поступлении в наш университет. Подробную информацию об университете, о приемной кампании вы также можете найти у нас на сайте. QR-код вы видите на экране и в социальных сетях университета. Сегодня в студии были начальник отдела организации приема профориентации Сагидинова Зульфия Индусовна, Леонид Валерьевич Ястребов, председатель первичной профсоюзной организации студентов, Ксения Романенко, руководитель волонтерского центра Башгу, и Вадим Егошин, заместитель председателя Объединенного совета обучающихся, специалист отдела социальной работы со студентами. Ксения Зинова, спасибо большое за участие. До новых встреч, возможно, уже в стенах нашего вуза.